Приветствуя участников конкурса, президент Бадра Гумба поблагодарил молодых людей за участие, отметив, что необходимо сформировать команду, заточенную на решение долгосрочных задач, на улучшение жизни граждан. Невозможно строить современное государство, развивать современное государство на старых принципах и подходах. Безусловно, мы должны сформировать команду, нацеленную на решение долгосрочной задачи строительства нашего государства, улучшения жизни граждан нашей страны. Это то, на что мы должны опираться. Я сознательно в рамках своей уже новой деятельности не стал опираться на политические предпочтения. Все-таки политика политикой, а люди должны трудиться во благо государства профессиональные. Нужны прорывные решения, нужны решения, которые позволят качественно улучшить состояние дел в стране. И в этом смысле я, конечно же, хочу опираться на людей, которые могут привнести нестандартные подходы, решения, уверенные, целеустремленные. Организационный комитет конкурса «Команда Абхазии» возглавляет председатель Государственного комитета по делам молодежи и спорту Тараш Хагба. На участие в проекте поступило более 3000 заявок, из которых первый этап преодолели почти 600 участников, второй – 345. Участники, показавшие лучшие результаты, получили приглашение на очное мероприятие, которое пройдет с 11 по 13 апреля в Сухуме. Победителями станут 20 человек. В основу модели отбора конкурса «Команда Абхазии» легли российский опыт и лучшие практики президентской платформы «Россия – страна возможностей» и конкурса управленцев «Лидеры России». Подобный проект «Лидер России» мы уже проводим 5 сезонов, и в нем уже более 1 миллиона участников. И вот за 5 сезонов более 500 назначений только самого высокого уровня, за что мы, безусловно, порадовались. Опять же, правильно принятому решению. Вот это более 3000 человек, которые зарегистрировались на стартовом начальном этапе, я скажу честно, эта цифра по соотношению с количеством населения больше, чем в Российской Федерации. Это говорит о чем? Что востребованность на самом высоком уровне. Дальше, проходя различные этапы, которые мы помогаем сформировать вместе с экспертным советом, с наблюдательным советом, проходит очень на высоком уровне. В ходе встречи участники конкурса имели возможность рассказать о своем проекте. Я в первую очередь затрагивала тематику туризма. Именно международного туризма. Понятно, что российско-абхазского. Я работаю в туризме 12 лет, помимо активной общественной деятельности по направлению и российско-абхазских отношений, по направлению общественной, волонтерской деятельности. Меня очень сильно беспокоит направление инклюзивного туризма. И вы знаете, эта тематика, которая сейчас стоит на очень высоком уровне и в России, и в различных общественных организациях, и в НКО России, ставит вопрос о развитии инклюзивного туризма, особенно сейчас, в эпоху специальной военной операции. И у меня будет такой вопрос. Будем ли мы на таком большом государственном уровне решать вопрос по развитию, в том числе инклюзивного туризма? Я считаю, что с учетом опыта и профессионализма людей, мы обязательно будем искать новые подходы, в том числе и в этом направлении. Участник конкурса «Команда Абхазии» Демид Хагба из Гагры вместе с единомышленниками занимается подготовкой детей к управлению FPV-дронами. Сталкиваемся, конечно, с проблемой нехватки оборудования, также с нехваткой кадров, так скажем, потому что сегодня элементарно преподаватели НВП, большинство, я не знаю, может, единицы, кто понимают, разбираются в этой технике и понимают, как управлять беспилотным летательным аппаратом. Сегодня, как мы видим, война уже совсем другая, как это у нас рядом происходит на СВО, что все сегодня через дроны. И поэтому просто хотелось бы услышать ваше мнение на этот счет и, может быть, какое-то содействие с вашей стороны. Меня очень радует, что не только в 5 школах Гагарского района, где вы внедряете эту технологию, десятки школ в нашей стране, в том числе по личной инициативе, так же, как и вы, разрабатывают эти методики, внедряют. И я уверен, что если будет такого рода работа продолжена, результаты будут неплохие. Мы готовы со своей стороны от лица государства включиться в эту программу. Нам нужно понимание того, какие симуляторы, там же вы знаете, что есть разного рода симуляторы, разных категорий. Давайте проработаем совместно вопрос
Это не такое дорогостоящее оборудование, мы сможем себе позволить. Я думаю, что во многих школах мы можем реализовать эту программу. Более 2 часов проходила встреча президента Бадры Гуньбы с участниками конкурса «Команда Абхазии». В завершении встречи президент пожелал конкурсантам удачи и победы. Нам нужно всем вместе, сообща, применив тот опыт и наработки, которые мы имеем, стремиться к улучшению внешнего облика нашей страны, благосостоятельности, имиджа. И я уверен, что только в рамках такого подхода мы сможем реализовать все то, что наметили. Спасибо вам большое еще раз. Надеюсь, что уже в рамках финала мы сможем поздравить уже победителей этого конкурса и какие-то кадровые решения для тех, кто вышли в финал, реализовали себя, мы тоже будем наблюдать. Победителей конкурса «Команда Абхазии» ждет интенсивная программа стажировки в государственных органах и крупнейших компаниях страны и обучение в мастерской управления СЭНЖ платформой «Россия – страна возможностей». Важной частью станет обмен знаниями с ведущими российскими экспертами в области госуправления и корпоративного менеджмента. Алика Трапшина, Алгвинджи, Абхазское телевидение.